سيدي رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. С точки зрения ислама мы свободно можем описать действия и участие наших братьев по вере, чеченцев, чеченских бойцов на специальной военной операции в Украине, что это является действительно джихадом на пути Всевышнего Аллаха. Почему? Потому что главная цель нашей религии – это обеспечить безопасность, где ты живешь, в своей родине. В первую очередь защита нашей религии. И последние ценности, в общем, все духовные ценности. И поэтому наши братья, которые участвуют на специальной военной операции, спроси у каждого, кого ты защищаешь, ради чего ты там участвуешь. Он скажет тебе: я защищаю свою религию ислам, которые хотят западные спецслужбы и близкие сатанинские государства ощеренить нашу религию. И в вторую очередь я защищаю свое государство. Мы, чеченцы, являемся гражданами Российской Федерации. Некоторые думают, что мы якобы помогаем неверным на этой войне. Нет, мы по выбору чеченского народа с 2003 года мы являемся полноценными гражданами Российской Федерации. Мы исповедуем на полной свободной основе нашу религию ислам, и мы обязаны, когда нам разрешают исповедовать свою религию, разрешают нам быть полноценными чеченцами, хозяевами своего народа и республики, по исламу мы обязаны защищать это государство. Почему? Потому что сподвижники пророка Мухаммада, алейхиссалам, когда они переселились по приказу пророка Мухаммада из Мекки в Эфиопию, и там создался такой-то бунт, была какая-то революция, хотели убрать этого правителя христианского Наджаши, там началась какая-то война. И есть такая версия, которая передается исламскими историками, что сподвижники, да будет доволен Аллах, они участвовали вместе с войсками эфиопского христианского правителя против его врага. А в другой версии говорится, что Зубайр, сподвижник, да будет доволен Аллах, пошел, посмотрел, какова там ситуация, и когда он узнал, что Наджаши, тот христианский правитель, который принял сподвижника пророка Мухаммада, алейхиссалам, он победил со своими войсками, и его войско это христианское. Сподвижники пророка, алейхиссалам, они очень сильно обрадовались. Почему? Потому что тот правитель, который обеспечил им безопасность, им мирную жизнь, исповедовать как угодно свою религию ислам, поэтому они были рады за то, что христианский правитель и его христианское войско, это же не мусульмане, за то, что они победили. В данном случае наши ребята защищают безопасность российского государства, которое обеспечивает нам мирную жизнь, свободу вероисповедания, обеспечивает нам все возможности, чтобы мы защищали свою честь, защищали свой семейный институт, который не соблюдается в западных и европейских странах никаким образом. Поэтому мы смело и свободно и гордо, искренне говорим, что наши братья чеченцы, которые участвуют на специальном военном операции на Украине, они находятся на пути Аллаха, они воюют против мирового сатанизма. Какая награда почитается раненым и погибшим на пути джихада? На пути джихада тот, который трудится, чтобы возвысить Слово Всевышнего Аллаха, защищать религию и свое государство, и свою честь и достоинство. Человек, если умер на этом пути, он является шахидом, он является мучеником перед Всевышним Аллахом. И, как ученые говорят, Фирдаус – это самая высшая степень рая, им уготовлена, иншаллах. Конечно, за каждую рану тоже будет награда, это прощение грехов и возвышение в степени в раю.